Диссидент, политический обозреватель Андрей Пьянтковский с нами сейчас на прямой связи. Андрей Андреевич, здравствуйте. Добрый день, Гульсум. Добрый день. Относительно выступления Джозефа Байдена, что важного вы для себя почерпнули, что прочитали между строк? Это очень жесткое выступление было по отношению к российской власти. Он сказал несколько добрых слов, обращаясь к русскому народу, но с властью он был совершенно беспощаден. Это совершенно другой Байден, нежели, скажем, около месяца назад. Помните, когда на пресс-конференции он рассуждал, что вот если будет большая invasion, тогда мы ответим санкции, а вот если она будет маленькая, мы не ответим. Он тогда подвергся очень резкой критике, даже не успев закончить эту пресс-конференцию. Вот вывод, который я сделал, что в американском политике мы достигли сейчас полное единство жесткого отношения к России и твердой поддержки Украины. Но закончилась борьба внутри администрации. Мы все следили за этой борьбой такого пропутинского человека Сельвана, друга Украины, друзей Украины Блинкина и Остина. Вот проукраинская линия твердо победила в американском истеблишменте, это первое. И второе, вот он специально это подчеркнул, объясняя американскому народу, почему нам нужно защищать Украину, что речь идет не о Украине, речь идет о судьбе всего мира. Что создание такого прецедента государством-агрессором захвата территории, решения независимости соседнего государства – это развал всей мировой системы. Ну и, естественно, все же понимают, что же Китай просто следит с громадным вниманием за Украиной. Для него это репетиция захвата Тайваня. Если американцы дрогнут здесь и оставят Украину без защиты, то они осуществят свою тайваньскую операцию на следующий день. Но все Вот же вот интересно... я закончу. Вот это понимание американским истеблишментом вот этой своей роли и миссии, что речь идет не только о защите украинского государства, а, собственно, о защите самих Соединенных Штатов и всего свободного мира. Вот эта мысль очень четко прозвучала у него. Да, а как вот, что триггернуло вот это понимание, что изменило эту риторику? Потому что Украина действительно на протяжении за последние 8 лет впервые в эти дни видит такую консолидированную помощь всего Запада. Сегодня мы видим поддержку не только на словах, а видим реальную помощь, конкретную помощь в виде военно-технической, экономической, политической, дипломатической поддержки. То есть что изменилось? Путин просто уже надоел своими гибридными войнами? Ну, во-первых, помните, с того саммита в Женеве, где Байден, в общем, по указке Путина повторял всякую чушь о Минских соглашениях, мы же все, и украинская дипломатия, и американская политика, мы все боролись за этот поворот. Но нам очень помог, конечно, Владимир Владимирович Путин. Вот этот безумный ультиматум, в который он требовал Запад отступить там на линию 1945 года, лишить защиты 14 новых стран НАТО, ну, он открыл глаза и сомневающимся в Вашингтоне. Напомните, как этот Рябков орал на западных дипломатов: собирайте манатки и убирайтесь вон. Ну, вот это, видимо, донесло до сознания американцев ту простую истину, что они защищают сейчас не только Украину, а прежде всего себя. И Украина выступила в этом кризисе как лидер свободного мира. Она своим сопротивлением мобилизовала свободный мир на осознание громадной угрозы. Это, вы понимаете, что такое Путин? Он хуже Гитлера, потому что у Гитлера не было атомной бомбы. Это очень серьезная угроза для Западного. И вот это было центральной мыслью обращения Байдена, что это не задача какого-то локального конфликта где-то далеко. Ему надо убедить собственную аудиторию.
убедить американцев, которые очень мало вообще интересуется международными делами, в том, насколько это важно. И я думаю, он с этой задачей справится. Ну вот последние несколько недель мы видели огромное, просто огромное количество различных новостей и сообщений со стороны западных средств массовой информации о возможном российском вторжении в Украину. И более того, даже озвучивали дату 16 февраля. Кто-то написал в час ночи, кто-то написал в 4 ночи. То есть можем ли мы сказать, что это все такой элемент информационной спецоперации Соединенных Штатов Америки для мобилизации всего Запада и стран-участниц Североатлантического альянса в противодействии российской агрессии? Да, но это не только информационно, это новое совершенно поведение разведных спецслужб. Мгм. Они решили немедленно делать публичной всю секретную информацию, которую они получали. Это очевидно, что вот иногда в Украине были такие жалобы, ну что вот у нас есть информация, мы же все то же самое, мы не видим, а они, даже один раз Зеленский говорил, ну дайте нам, расскажите нам, какие у вас, но они же не могут, какое у них преимущество без украинской разведки? У них есть прекрасные источники в Москве. Ну, я вам скажу, Москва, в конце концов, это большой город, там 10 миллионов, но политическая тусовка Москвы, она не такая. Вот я много знаю. У Мгм. меня нет агентов, источников там среди людей, приближенных к Путину. Но есть люди, которые приближены тем, кто приближен к Путину. А у американцев есть источники, ну, буквально из бункера. Поэтому они просто издевались над Кремлем. Вот все эти, это же не высосано из пальца, это действительно полученная ими секретная информация. Во-первых, вот об этом, как они готовили Гляйвец, фейковое видео, где украинцы должны были там Мгм. убивать Россию, как планы об оккупации и назначении марионеточного правительства. Все это им доставлялось прямо из кремлевских кабинетов, и они немедленно это публиковали, ставя Россию в очень неудобное положение. Это вот новый совершенно метод такой в борьбе разведок. В То том есть, числе и то есть даты. логика такая, озвучивается завтрашний сценарий, чтобы он уже просто стал вчерашним и Да, неактуальным. ну, совершенно верно, чтобы он уже протух и, и не осуществлять этот сценарий стало смешным, действовать по американскому сценарию. Мгм. Понимаете? Вот. Это не значит, что полностью снята угроза. Потому что, ну, могут они и в конце ноября, и февраля, и в начале марта. Но появился у меня больше оптимизма внушает другое обстоятельство. Ну, мы все говорили с вами неоднократно, что есть две причины, сдерживающие Путина от масштабной агрессии. Во-первых, готовность украинской армии и украинского общества. Она теперь возрастает в связи вот с той мощной военной поддержкой Штатов. И поддержка Запада, которая вот... Речь Байдена, она такой поворотная была. Она показала, что вот Запад определился, и он по существу объявил такую тотальную холодную войну России. Мгм. Он будет поддерживать Украину. Но и появился новый, третий фактор. Мне кажется, мы в одной из последних передач это обсуждали с вами. Выяснилось, что военные профессионалы, большинство, видимо, и Генштаб в целом против, по крайней мере, вот этого сценария масштабной войны с оккупацией и захватом Киева. Появились Мгм. публикации, совершенно открытые выступления на «Эхо», статьи очень видных генералов и офицеров в отставке. Генерал Ивашов, полковник Ходоренок, полковник Филатов. Это люди-отставники, но они отставники очень... Во-первых, они очень авторитетны в военной среде, а во-вторых, они же связаны тысячу нитей с действующими офицерами. Действующие офицеры не могут выступать против верховного главнокомандующего, Мгм. находясь на службе. То есть сложилось впечатление, они, конечно, транслирует мнение господствующее в военной профессиональной среде, в том числе и в Генштабе. Я, возможно, себя смелость, что, очевидно, ту же точку зрения, ну, в отношении, по крайней мере, вот этой крупномасштабной военного вторжения разделяет и начальник Генштаба, генерал армии Мгм. Герасимов.
Я хочу объяснить, это не такие, знаете, интеллигентные борцы за мир, никакие, не очень большие друзья Украины. Ну, Так. война-то продолжается 8 лет. Никто из них никогда не... Это, их протест исходит из точки зрения как военных экспертов, профессионалов. Они смотрят на эти сценарии. Ну вот я знаю тоже из тех же источников близких, что уже такие сценарии Верховный Главнокомандующий заказывал Генштабу в 2015 году, сценарий взятия Киева. И они докладывали ему, что это нереалистичный, невозможный сценарий, что это очень проигрышный для России. В общем, военное сообщество убеждено, что оно вообще скептически относится к этой войне, а вот что касается масштабно операции со взятием Киева и оккупацией там, половины Украины, если не больше, то об этом они открыто пишут. У них миллионы, на том же «Эхе Москвы» письмо генерала Ивашова, 1 000 000 просмотров было, у него же взяли интервью, 1 000 000 просмотров прочтений. Мгм. Они прям, что это катастрофа, военная и политическая катастрофа для России. То есть я могу сказать, что если Путин не совсем безумен, то вот этот вариант уже исключен. Военные его отвергли. И более того, если все-таки там в своем бункере там несколько человек решат, и он отдаст приказ на такое вторжение, но это вступление захлебнется через несколько дней. Но в силу того, что украинская армия будет сопротивляться яростно, а российская армия, ну, в общем, будет искать выход, как выйти из этой Мгм. ситуации. Энтузиазм с таким настроением военных профессионалов и, по-видимому, и военного руководства идти на большую войну нельзя. С этим вынужден считаться и сам Путин. Ну, Вот можно это моя сказать, такая личная оценка. да, можно сказать, в Цугцванге сейчас находится Путин, и как бы он ни поступил, это будет иметь катастрофические последствия для самой России. Тем не менее, вот вы наверняка видели, вчера Государственная Дума России поддержала обращение к Путину о признании так называемых Донецких и Луганских народных республик. Вот как вы думаете, что это? Для чего это? Это же выход России из Минских соглашений. Зачем это Путину и пойдет ли Так он на вот, это? вот вы нашли совершенно верное слово для этого «суксванг». Ну, во-первых, Государственная Дума никогда ничего не делает сама. Я думаю, вот эти две идеи как-то продолжать пытаться осуществлять план полного покорения Украины и, как говорят финансисты, зафиксировать прибыль, захватить окончательно награбленное Орду, и этим на сегодняшний день творится. Вот эти две линии борются внутри российского верхушки, я думаю, внутри головы Мгм. самого Путина. Потому что вот это, предположим, завтра ему надо что-то продолжать. На полную войну он не может идти. Да. Ну, значит, надо как-то продолжать вот свой путь борьбы с Украиной, с бендеровцами, спасением русского населения, собиранием русских земель. Ну вот, казалось бы, такой не военный способ, а он уже захватил. Собственно, о чем речь идет? Эта территория уже оккупирована. Но речь идет сменить на нем таблички. Признать или потом присоединить к России. Вот это для него будет какая-то имитация вот такой деятельности по расширению русского мира. Но, во-первых, немедленно будут приняты санкции. Ну, может быть, не такого адского характера, как в случае военной интервенции, но я думаю, что достаточно жесткие. Ну и второе, вы совершенно правы, он теряет свой любимый инструмент. Да. Минские соглашения. Он же для чего? Почему он не аннексировал их 8 лет назад? Что они не нужны ему. Ему нужна вся Украина. И он пользовался этим инструментом. Он хотел заставить Украину признать этот военно-террористический плацдарм, ничего в нем не меняя, легализовать его в украинском политическом правом поле. Что вот эти все Моторылы, Шилины, два военных корпуса, чтобы эти люди
были уже официально, носили оружие с точки зрения украинского законодательства, приходили в Киев, там кого-нибудь арестовывали, во Львове кого-нибудь расстреливали и так далее. Ну, вот сейчас, по-моему, достаточно ясно, что Украина на это не пойдет. Поэтому вот прорабатывается, он и не может, как-то он хочет этого и не решается. Вот они повисли в этом цугванге. Я думаю, что логика событий приведет к тому, что они аннексируют, может быть, присоединят к России, Мгм. ну и, по крайней мере, как они сами говорят, Зеленский сможет соскочить с этого крючка Минских соглашений. Помните? Да, Для Лавров говорил. Лавров, Путин еще более жестко, похабно высказался. Там нравится, не нравится, терпимо, все. Я думаю, что это хороший вариант для Украины. Вещи называются своими именами. Они оккупировали, это их оккупированная территория, ни о каком воссоединении с Украиной речи не идет. Речь шла о заталкивании этой раковой опухоли в тело Украины, чтобы уничтожить ее. Пусть вещи называются своими именами. Они оккупировали Крым и Орду. Так будет. Никогда Украина это не признает, и весь мир это не признает. Вот у них вариант Мгм. между двумя очень плохими выходами. Дякую вам дуже, пане Андрію. Чохсагулно, что нашли время, подключились к нам в эфир и ответили на наши вопросы. Андрей Пьянтковский, диссидент и политический обозреватель, был с нами на прямом зв'язку. Ну что ж, по поводу признания так называемых донецких и луганских народных областей, сегодня Песков, пресс-секретарь Путина, сказал, что российский лидер получил это обращение Госдумы. И также он сказал, что в Кремле считают, что это не коррелируется с Минскими соглашениями. То есть можно ли сделать вывод, что пока признавать ЛДНР не собираются? Ну, це справді політична гра поки що, тому що якби стояла б задача чітко признати чи визнати їх, тоді б визнали б це доволі швидко. Згадайте, як визнавались так звані Республіка Абхазія, Республіка Південна Осетія в Грузії. Там це Очень быстро все произошло. Просто швидко тоді Держдума проголосувала, Путін підписав такий же самий указ, все, питання було закрите. Відповідно, зараз розіграється ця карта. Карта це для Заходу, тому що, шановні, якщо ви не будете схиляти там Київ до виконання Мінських домовленостей, ми зробимо такий трюк. Так же ж саме це і нам сигнал, тому що це ж все стосується про внутрішню політику. Я вам гарантую 100%. Почнуться розмови про те, от зараз багато політиків, вже експертів, в тому числі моїх колег, говорять про те, що це позитивно, що нас перестануть шантажувати Мінськ. Однак, безумовно, це позитивно, що на нас перестануть впливати цим інструментом. Однак, стоїть же ж питання про те, що нам закривають двері до реінтеграції цих територій, так же само, як свого часу закрили двері для грузинів. Так вони і так закриті. Де-факто так. Просто ми ж говоримо саме про політичні смисли. І більше того, не треба забувати, що коли Росія і там її умовні сателіти, які теж визнали там так звані Республіку Абхазію, Республіку Південну Осетію, визнає так звані ці ДНР, ЛНР, вона і визнає їхні територіальні претензії до України. По так званим конституціям цих квазіреспублік записано, що відповідно ДНР так звана претендує на територію Донецької області, а так звана ЛНР претендує на всю Луганську область. І звідти можна потім починати трюки певні, які мали місце, наприклад, у 2008 році з Грузії. Більше того, якщо навіть Путін піде цим шляхом, поки це малоймовірний варіант, тому що тут теж і хочеться, і колеться. Просто тоді треба буде якийсь Україні новий формат нав'язати. Грузії він був нав'язаний шляхом конфлікту. Тому що спочатку там, правда, був конфлікт, потім визнання цих так званих Республік Абхазія, Республіки Південної Осетії, потім вийшов у нас Женевський формат, де Грузія веде переговори із Росією, там, Росія, правда, теж, знову ж таки, не позиціонується стороною конфлікту, але там в якості спостерігачів сидять оці шановні так звані президенти там, Республіки Абхазії, Республіки Південної Осетії, цих незаконно окупованих і визнаних. Тобто і в Росії тоді постане питання, який формат нам нав'язувати. Це з одної сторони. З іншої сторони... А нормандський формат? Так, а дивіться, а який в ньому тоді виникає сенс? Знову ж таки, якщо ми говоримо про демонтаж Мінська,
Мінськ же ж підв'язаний під нормандський формат. Який тоді сенс буде в нормандському форматі? Росія ж це не позиціонує стороною конфлікту. Вона скаже, от, шановні, ми їх легалізували, ми їх визнаємо, і ми визнаємо їх навіть територіальні претензії до вас. Ведіть з ними переговори, урегульовуйте ці питання. Буде це, знаєте, продаватися як Придністров'я тій же Молдові, наприклад, так зване. Що тут на самом деле же ничего не поменяется, потому что Россия и сейчас себя не признает стороной конфликта, и сейчас они постоянно нам пытаются навязать переговоры с террористами. Безумовно. Однак дивіться, як вся ця історія нав'язувалась в Молдові. Так згадайте, в Молдова навіть проводить вибори в так званому Придністров'ї. Да. Там є мажоритарні округи, це нонсенс. Там окупанти, люди, яким там незрозуміло кому роздали якісь паспорти, вони голосують, вони обирають своїх делегатів до парламенту Молдови. І молдавські, до речі, там спеціалісти, ці всі люди, ну, там, функціонери, вони ж не мають беззаперечний доступ на ці території. Там, і питання про визнання дипломів, і питання там, слухайте, придністровські вантажівки, придністровські всі ці там бізнес, він зареєстрований в Молдові. Таку штуку будуть нав'язувати нам, щоб окупанти жили за наші гроші. Ну це нонсенс, ну це не продадуть українцям. Але якраз, до речі, є ще така ідея, знаєте, що можуть росіяни реалізовувати те, що було наступний грузинський сценарій після війни. Вони чекатимуть, коли на хвилі розчарування прийде якась умовно проросійська партія. В Грузії в даному випадку це грузинська мрія. Коли знесли вони Саакашвілі, і пам'ятаєте ці скандали, що начебто з Росії треба дружити, бо в нас з ними великий товарооборот, якось треба територію там реінтегрувати. Але я б не ототожнював ці сценарії, але чому б і ні? Тому що іншої логіки я в Росії не бачу. Дякую вам дуже, пане Андрію. Чухсагловна, что приехали к нам в студию, ответили на наши вопросы. Андрій Родик був гостем нашої студії, кандидат політичних наук, доктор філософії в галузі соціальних та поведінкових наук. А я с вами вынуждена, к сожалению, попрощаться, но вы оставайтесь первым крымско-татарским телеканалом АТР. Буквально через минутку эфир продолжает информационная программа «Заман» на украинском языке. Наши журналисты расскажут вам о самых последних и актуальных новостях, а после эфир телеканала АТР продолжит телемарафон, посвященный Дню единения.